Журналист Алексей Бобровников, исследовавший Грузию и грузинское население, был и у сванов, и у хивсур, и так далее. В своей книге он пишет, какой самый простой язык в мире – сванский. Почему? Даже сваны выучили. Так любят шутить сваны о своем языке, одном из самых сложных языков Кавказа. В то время как современный грузинский литературный язык перетерпел множество изменений, сванский, имея такую же грамматику, почти не изменился с веками. Ни один грузин не сможет понять жителей Сванетии, когда они говорят на родном наречии, являющемся одной из ветвей старогрузинского. Вендетта для свана – это скорее не понятие мести как таковой, а процесс взятия крови. Поэтому в обиходном языке, понятном каждому горцу, слово «мстить» переводится коротко и ясно «взять кровь». Сваны – самые одиозные среди этнических групп грузин. Бедные, гордые и вооруженные до зубов, они прославились особой жестокостью к врагам и презрением к смерти. Даже в 21 веке они живут и умирают по своим кровным законам. Современные сваны уже не помнят, откуда все пошло, но историки полагают, что в основе традиций кровной мести лежит культ волка. Волков здесь считали животными мистическими и относились к ним как к братьям. Горцы с древности верили, что сородичи убитого зверя жестоко мстят убийцам и всей их семье. Убийство волка было для свана табу. Случайно нарушивший табу, становился перед убитым зверем и с непокрытой головой приносил ему извинения, уверяя, что ошибся, не признал волка, ибо не мог же он захотеть убить его, подобно тому, как не смог бы он этого пожелать в отношении родного брата. Именно у волка, царя всех зверей, чующего добычу через горный хребет, волка, мстящего за своих собратьев и верного стаи, древние сваны просили заступничества и помощи. После принятия христианства культ волка был заменен культом святого Георгия. Вахтанг Гаргасали, царь, построивший Тбилиси, носил на своем шлеме голову волка. Спустя сотни лет тотем сванов уступил место лику святого. Но лицо иконы или оскал тотема – это всего лишь маска. Горное племя осталось таким же, что и сотни лет назад. О культе кровной мести сванов существует масса анекдотов. Самые показательные – те, что рассказывают о себе они сами. Приехал к свану гость из Тбилиси. Пьют рахи в каменной башне. Подойдя к окну, гость обнаружил, что из соседней башни в него целится другой сван. Гость в страхе подбежал к хозяину. «Геноцваля, твой сосед хочет меня убить». На что сван ответил: «Не переживай, дорогой, у него тоже будет гость». В 2005 году грузинское правительство, наверное, впервые в истории, восстановило контроль над этим краем. Новые власти сказали лидерам сванских кланов: «Сдайте оружие, или мы придем к вам». Те предпочли принять гостей. Однажды утром, когда подразделение спецвойск пришло убивать Амехи, одного из самых жестоких лидеров местных кланов, сваны в окрестностях села Бичо решили, что началась война. Грохот гранатомета, нескольких ручных пулеметов и рев БМП разносились по всему объединенному ущелью Сванетии. Несколько десятков полицейских полдня осаждали каменный дом Абрека. Когда Амехи затих, командир полицейского подразделения приказал переехать его тело бронированной машиной. Солдаты так боялись его, что не хотели рисковать. Для сванов это был серьезный урок. Сегодня увидеть в Сванетии человека с автоматом практически невозможно. Дикая и суровая природа Сванетии сделала и обитателей их не менее суровыми. Они являются каким-то остатком древнего человечества, до которого не коснулась ни одна пылинка просвещения. Говорят, около 200 сванских семейств были стерты с лица земли в результате вековых вендет. Однажды в Тбилиси я встретил грузина со странной фамилией, не похожей на сванскую, но носящую в себе топоним этих мест. «Вы что, сван?» – спросил я у него. «Да, я сван», – признался тот. «А почему вы уехали?» Уже кое-что зная о нравах Сванетии, я предвкушал красочный ответ. «Сваны теплый народ, но злой народ». «Мой прадед был сваном», — уклончиво ответил собеседник. «А что помешало ему оставаться им?» Донимал я этого бывшего горца. «Он уехал оттуда в Кахетию, по семейным делам», — последовал ответ. Сванетия — это страна башен, похожих на средневековые замки, и кавказская столица Вендетты, где, как некогда на Сицилии, сводят счеты по долгам, открытым сотни лет назад. Напоследок этот человек попросил меня ни за что не упоминать в печати его новую фамилию, так же как и фамилию его предка.
Несколько лет назад, путешествуя в поисках историй о кровной мести, я уже был в стране волков. Люди на протяжении многих веков создавали города и крепости, чтобы объединяться в сообщество и защититься от внешнего врага. Сваны же строили свои крепости, руководствуясь другими соображениями. Их башни неудобны для войны с внешним захватчиком, зато идеальны для защиты от соседей. По понятию сванета, красавица та, которая имеет широкие плечи, маленькие ножки, полную грудь и тонкий стан. Большинство сванов отлично говорят по-русски. Когда грузины ссорятся, звук их речи напоминает рокот бушующей горной реки. Когда же разговаривают смеясь, это похоже на веселый камень, катящийся с горы. Убить женщину в сванете считается низким, а прекрасный пол пользуется этим и принимает участие во всех ссорах и резне. Стоит только женщине, без покрывала, с распущенными волосами, броситься в толпу враждующих, как кровопролитие тотчас же прекращается. Никакое мщение, наказание, а тем более убийство не может быть совершено в присутствии женщины. В селе Бичо, что между поселком Луха и Мистией, живет и Ламас Авалиани. В запасе Ламаза арсенал историй о сванских вендеттах. Главные герои его историй – абреки, беглецы от закона, а еще мальчишка-школьник, расстрелянный из Калашникова и потерявший руку. Но отказавшийся выдать полиции своего врага, взять кровь должен только он сам. «А может мужчина-сван отомстить женщине?» – спросил я у Иламаза. «Женщине это в 2 раза дороже обходится», – отвечает старейшина. «Женщин не должен ранить мужчина и не должен убить, потому что женщина здесь символ, неприкосновенное лицо». Не принято у сванов убить женщину, иначе над мужчиной будут смеяться, что ты, мол, убил или ранил женщину. Это бесчестие. Если же мирили 2 семьи, то за убитого мужчину платили 20 быков, а за женщину 40 быков обязан был отдать виновник. Сам Ламас против сделок на крови и откуп считает позором, говорит, за кровь должна быть кровь. Или примирение без всяких откупов. Рассказывают, как у 2 сванских фамилий однажды случился раздор. В то время ни у одной из этих семей еще не было собственной башни, и вражда с соседями стала поводом поскорее построить их. За работу взялись обе семьи, время от времени постреливая друг в друга из-за укреплений. Перестрелка мешала работе и не приносила результатов, никому из враждующих не удавалось взять кровь. Однажды к представителям обеих семей явились старейшины и предложили уговор: не стреляйте друг в друга до тех пор, пока кто-то из вас не достроит башню. А кто первый достроит, на стороне того и будет преимущество в этой войне. Обе семьи рьяно взялись за работу, но стихия, тающий снега и разлившиеся горные потоки не давали закончить строительство. Обе стороны кусали себе локти и время от времени с досадой поглядывали на двор соседей, где прогуливались, как ни в чем не бывало, их заклятые враги. В то же время никто не решался нарушить слово, данное совету старейшин. Дочь одного из враждующих кланов повенчалась с сыном другого. «Все хорошо закончилось?» – переспросил я на всякий случай. «Не очень-то», – улыбнулся мой собеседник. «Девушка вышла замуж без приданого. Рассказы этого Махшви о мести страшны и комичны. И в этом весь Ламас. Человек, который любит говорить, что жизнь – это лишь шутка, короткая шутка, которую не каждому дано понять». Кстати, как известно на Кавказе, сваны вообще не особо любят говорить про женщин, особенно про своих. Далее автор пишет. Я остановился на ночлег в семье пастуха Нестора. Жареный сванский картофель с тонким, кисловатым соусом ткемали – одно из самых простых и вкусных блюд, которые мне доводилось пробовать. Посреди ночи проснулся от выстрела. Это был одиночный выстрел из ружья, и не услышав после него ответной пальбы, криков или причитаний, я продолжал спать. «Кто стрелял ночью?» – спросил у Нестора за завтраком. «Когда коровы остаются на ночь в лесу, я всегда стреляю в воздух. Тогда волки, если они рядом, знают, что хозяин дома», — ответил тот. Источник. Книга Алексей Е. Бобровников. Крайности Грузии. В поисках сокровищ страны волков. Грузинский научный сайт сообщает про историю сванов и сванетий следующее. История сванетий, как история сванского народа, насчитывает примерно 4000 лет, но она отсутствует как связанная цепь записанных событий и фактов. Из всего этого огромного исторического периода мы знаем только отдельные обрывки событий и вынуждены домысливать остальное.
Почти вся история Сванетии – это предположение разной степени вероятности. Важно помнить один существенный момент. Историческая, древняя Сванетия была гораздо больше, чем современный Местийский район. Она распространялась еще и на Личхумии, Рачу и части Абхазии. Возможно, и на Двалесию. Традиционно принято думать, что сванский язык выделился из картвельского языка около 2000 года до нашей эры. Одновременно сваны физически обособились от картвелов, начали мигрировать откуда-то с юга на север, проникли на Колхидскую равнину и расселились по ней. Между 2000 и 1500 годами до нашей эры они жили здесь в формате среднебронзовой культуры. От той поры сохранились отдельные предметы, например, топоры. Один такой топор, датированный 19 веком, выставлен в Лентехском музее. Около 1500 года с юга начали наступать племена мигрело-чинов. Постепенно они оттеснили сванов с равнин в горы. Возможно, мигрело-чинов было численно больше. Считается, что от сванов остались топонимические следы присутствия. Названия Цехум, Сухуми и Гагра предположительно являются сванскими. Оттесненные в горы, сваны отступили, возможно, даже на восток до верховий Ляхвы и на Северный Кавказ, примерно в регион Мамисонского ущелья, то есть в Двалесию. Есть недоказанная теория, что двалы – это ассимилированные восточными грузинами сваны. Заселив равнины, мигрело-чаны создали колхидскую бронзовую культуру, которая находками прослеживается с X века. Вероятно, примерно в это время образовалось и Колхидское царство. Сваны были соседями с севера и, как часто бывает у горцев, очень зависели от торговли с равнинами. Поэтому они поддерживали с Колхидой хорошие отношения, торговали, а может быть и подчинялись и платили какую-то дань. В Сванетию проникли и знаменитые колхидские бронзовые топоры. Сванетия эпохи Бронзового века была не вполне окраинной цивилизации. Сваны сами производили бронзовые топоры и иные орудия. Сванские бронзовые изделия чем-то напоминают кабанскую культуру Северного Кавказа. Среди находок нет ничего, пригодного для обработки почвы, из чего делается вывод, что сваны тогда ограничивались скотоводством. Интересная особенность Сванетии того времени – это почти полное отсутствие керамики. Возможно, там просто не было глин. Есть теория, что сваны вырезали посуду из дерева. В XIX веке Бларамберг описал экономические связи сванов с равнинами так: у них есть все необходимое для жизни, за исключением соли, но, поскольку им нужна и одежда и всевозможная галантерея, они вынуждены толпами ходить в Мингрелию и Емеретию в начале лета, чтобы предложить свои руки для работы на равнине. Они возвращаются после сбора урожая и приносят в качестве платы за труд не деньги, которые были бы для них бесполезны, а пластинки меди, железо, котлы, холсты, ткани, ковры и соль. Наверняка так было и в античности. Греческий автор Страбон в своей географии, написанной в I веке нашей эры, упоминает сванов. Он говорит, что у них есть царь и при царе совет из 300 человек. Все мужчины этого народа военно обязаны, поэтому могут выставить армию, как говорят, в 200 тысяч человек. Страбон описывает явный родоплеменной строй. В 541 году началась Большая Игрийская война. В ходе войны произошло нечто странное, персы вошли в Сванетию и она им подчинилась. В 562 году Сванетию персы сохранили в своем подчинении. Это был последний случай в истории, когда сваны видели живых персов, и, может быть, даже их слонов. VII век прошел в Сванетии бессобытийно. От событий XV и XVI веков не осталось почти никаких документов и никаких сведений, кроме одного судебного решения, которое датируется или началом XV века, или началом XVI века. В эти годы сваны оказались в конфликте с рачинскими князьями Джапаридзе. Некие Твали и Иване Джапаридзе за что-то были убиты сванами. Тогда их племянник Саргис Джапаридзе объявил сванам войну и перестал пускать их в Рачу и Личхуми на заработки. Сванетия оказалась без вина и без соли. После 7 лет под санкциями сваны рискнули отправить в Личхуми торговый караван, но рачинцы напали на него и убили половину из 800 человек. В другое время были убиты сваны, тайно прошмыгнувшие на заработки через Двалети в Кахетию. На 12-й год санкций сваны обратились за посредничеством к князьям Дади-Шкелиани. Те связались с мигрельскими князьями, а те с эмеретинским царем.
Вероятно, это был Александр II, царь, правивший с 1483 по 1510 год. Царь постановил, что сваны виноваты в этом деле и должны выплатить компенсацию. Сванская делегация явилась в Гигутский дворец под Кутаиси, где состоялось судебное разбирательство. Наказание было тяжелым. Сваны были вынуждены отдать рачинцам села Гэби и Чиора, из чего следует, что до этого они относились к вольной сванетии, а также множество монастырей, книг, икон и ценных предметов, 300 доспехов, 300 серебряных сосудов, 300 мулов, 300 хороших коней и еще много всего. Это судебное решение не только изменило границы сванетии, отдав все верховье реки Рионе в собственность рачинского князя, но и сами 12-летние санкции и выплата компенсаций стали тяжелым ударом для сванетии. Эту историю знал академик Марий Броса, а через него полковник Иван Бартоломей, который упоминает ее в своем описании посещения Сванетии в 1853 году. Сванеты, после 7-летнего отчуждения, получили снова право торговать в Раче и Леджгуме, но удар, им нанесенный, был началом их упадка. Разорив жителей, оно, вероятно, положило начало замкнутому и жестокому их образу жизни и даже упадку христианства. Эта история показывает хотя бы то, насколько сильно зависела Сванетия от торговли с равнинной частью страны. Источник – сайт «Грузия для всех». Глава «История Сванетии». Другой грузинский научный сайт сообщает, один из самых высокогорных и труднодоступных районов Грузии – Сванетия. Первый самолет там увидели в середине прошлого века, а первая современная дорога была построена 4 года назад. Сваны – маленький горный народ, который живет на южных склонах Большого Кавказского хребта на северо-западе Грузии. По сложившейся в советское время традиции сванов относят к грузинам, хотя они говорят на своем языке, который составляет самостоятельную ветвь в картвельской языковой семье. Предположительно, картвельская языковая семья распалась на грузинско-занскую и сванскую ветви на рубеже 4 и 3 тысячелетий до Рождества Христова, так что у сванов есть основания утверждать, что они отдельный народ. Хотя все сваны говорят по-грузински, а родной язык остается языком бытового общения. По разным оценкам, на территории Грузии сейчас проживают 30-35 тысяч сванов. История этого народа прослеживается по источникам со времен царицы Тамары, конец XII, начало XIII века, хотя есть упоминания о сванах даже у античных авторов. Благодаря нескольким важным факторам – общая христианская вера, общая письменность, культура сванов в значительной степени сформирована грузинской культурой и составляет ее часть. При этом маленький горный народ, живущий в относительной изоляции, сохранил в отличие от грузин родовой строй, что до сих пор определяет национальный характер. Вот как в номер 4 исторического вестника за 1885 год описывает сванов Корнилий Бороздин, служивший чиновником в Тифлисской губернии в середине XIX века. Рослые, мускулистые, они были одеты в светлые чахи, верхняя мужская одежда из сукна, напоминающая черкеску. Кровная месть для сванов давно стала традицией. Фильм «Сван» 2007 года, основанный на реальных событиях, происходящих в наше время, наглядно это демонстрирует. На протяжении 1,5 часов люди разных возрастов с неистовой страстью убивают друг друга. Полковник Иван Алексеевич Бартоломей в записках Кавказского отдела географического общества в 1855 году описывает свою поездку в Сванетию, знакомясь все более и более с вольными сванетами. Я убеждался, как несправедливы и преувеличены слухи об их закостенелой жестокости. Я видел перед собой народ в детстве, людей почти первобытных, следовательно, сильно впечатлительных, неумолимых в кровомщении, но помнящих и понимающих добро. Я в них заметил добродушие, веселость, признательность. На самом деле слухи о жестокости и дикости сванов ходят до сих пор. Грузины любят рассказывать, что на склонах Эльбруса до сих пор сохранились вмерзшие в лед тела солдат 1-й горно-стрелковой дивизии вермахта, более известной по своей эмблеме как Эдельвейс. Эта дивизия еще известна тем, что ее бойцы 21 августа 1942 года водрузили фашистские флаги на обеих вершинах Эльбруса. Так вот, в Грузии рассказывают, что якобы именно сваны прогнали горных стрелков с вершин Кавказа.
Убив многих, сваны с такой же яростью убивали и других чужаков, которые приходили в их горы, коммунистов. Впрочем, в немецких источниках о боевом пути дивизии Эдельвейс о серьезных потерях, нанесенных сванами, не сообщается. Один из самых известных символов Сванетии – Сванские башни. Большинство из них построены несколько столетий назад по одному архитектурному плану. Высота до 25 метров, основание 5 на 5 метров, 4 или 5 этажей с деревянными перекрытиями. На каждом этаже одно узкое окно, обращенное, как правило, на юг. На верхнем этаже несколько окон, но все они не приспособлены для стрельбы из лука или из огнестрельного оружия. Судя по условиям, в которых жили сваны, башни были в первую очередь дозорными и сигнальными. В случае опасности на башне зажигался огонь. Потом на следующий этап все ущелье могло быстро узнать о приближении врага. Башни до сих остаются признаком состоятельности и благополучия клана, поскольку построены они по большей части рядом с жилыми домами, а не в дикой местности и принадлежат семьям, которые стараются сохранять эти сооружения. В Грузии есть такой анекдот. Альпинисты в горной Сванетии из последних сил поднимаются на перевал и вдруг слышат сзади топот и пыхтение. На их изумленных глазах на перевал поднимаются несколько сванов, которые тащат громоздкий комод. Далеко ли до ближайшего селения? Пытаются завязать разговор альпинисты. «Туда вниз с горы идите», не останавливаясь, кивает головой один из сванов, и вся группа с комодом молча спускается с перевала и исчезает за поворотом. Эта байка близка к правде. Скалолазание и охота веками были традиционным занятием для сванских мужчин. Ссылка, сайт, Грузия всегда с тобой. Легенды о сванах, кровная месть и трофейное немецкое оружие. Чеченские историки М.С. Баширов и З.А. Тисаев в своей научной статье пишут следующее. Согласно грузинскому средневековому автору Леонтию Мравели, книга Леонтий Мравели, картлист Цехавриба, второй иберийский царь Саурмак переселил половину дурдзуков из Дурджукетии в пределы своих владений, расселив их между Дидой и Сванетией, включительно, то есть на 300-километровой горной полосе современной Грузии. В указанные пределы входили также земли Двалетии, Магран-Двалетии, Тушетии, Пшавии и Хевсуритии. Другие источники также указывают на то, что Сванетия и Алания входили в удел Кавказа, и цари Грузии сами утвердили их тут. Интересно, что вопрос о происхождении сванов не был разрешен даже в середине XIX века. Утверждение картлист Цехавриба о расселении дурдзуков в пределах горной полосы Западного Закавказья предполагает вероятность обнаружения здесь следов пребывания соответствующих нахчийских племен, прежде всего, горно-чеченских обществ. Согласно Д. Бакрадзе, сваны не похожи на своих соседей, но более близки по внешности к мтиулам, хевсурам и пшавам, то есть приграничным с чеченцами-горцам. Разумеется, автор не выходит за рамки границ собственно Грузии. Сван, как сообщает автор, больше обращает внимание на оружие, которое холит и чистит, которое состоит из ружья, пистолета и кинжала, очень редко из шашки, которая ценит дорого. При этом сваны смутно сознают свою одноплеменность с грузинами. Сами себя они называют Шан, Сванетию, Шванар, Картвелов, Киарт, Мингрелов, Адиш или Зан, то есть равнинные. По-балкарски сваны это Тау-Ибзе, то есть горные абазы, абазины, по-осетински Со-Айнак, Сари, по-чеченски Малхарай. Однако у сванов нет собственных названий абазин, своих соседей, а также у сванов нет собственных названий чеченцев и тюркских народов. Кстати, в чеченском названии чеченцами сванов, Малхарай, мы можем заметить корень Малх, солнце, что, быть может, связано с чеченской этнической группой, известной в Чечне как чеченцы-малхистинцы. Далее чеченские историки пишут. Древнее название сванов – соны. Что же касается названия Сванетии, то оно, по утверждению Д. Бакрадзе, якобы происходит от грузинского слова «саванети», то есть «убежище». В римских источниках сваны, сааны, упоминаются в V-VI веках во время войны римлян и персов за Лазику. Сааны жили близ Диоскурии и занимали верхние части Кавказа, были сильны и воинственны, имели своего царя и войско из 300 человек, могли выставить до 200 тысяч воинов.
Д. Бакрадзе полагает, что саанами римлян были не только сваны, но и их соседние племена, поскольку ни по географическому положению, ни по численности они не могли выставить 200 тысяч воинов. И имам Ацеев пишет, по словам грузинских летописцев, сванеты переселены в нынешнюю их родину из Зурзукет, сыном первого грузинского царя Фарнаоза, Саурмагом. Эта страна с древнейших времен входила в состав грузинского царства. Ею управляли то мингрельские эриставы, то эриставы, назначаемые грузинскими царями. Утверждение о том, что сваны – это дурдзуки, в данном случае древние чеченцы, переселенные в Сванетию, вызывает особое внимание и заслуживает рассмотрения. В Сванете известно селение Мистия, в Аргунском ущелье имеется область Майста, родина чеченского общества, Майстой, Мулахи. В Аргунском ущелье имеется область Малхиста, родина чеченского общества, Мелхи и так далее. На старых картах Ргвия также указываются села и горы Сванетии, Загер, чеченская Зугур, чеченская община Мержа и сейчас передает предание о переселении с Западного Кавказа, из области близ Черного моря, от реки Зугур. Пишут чеченские историки. Таким образом мы видим, что сваны скорее всего это выходцы из чеченских обществ, чеченский Тукхум-Малхий, чеченский Тайп Майстой, Тайп Мержи Тукхума, Орстха и многие другие чеченцы, судя по всему, составляют сванское происхождение. Как видно, сваны тесно связаны с чеченцами, судя по всему, особо с чеченцами Аргунского ущелья. Далее чеченские историки пишут, также в Сванетии мы обнаруживаем название Хребет-Бал, сравнение чеченская община, Тайп-Балой в Чечне, гора Балой в области Илхара и прочее. При изучении топонимии Сванетии создается впечатление, что она представляет собой миниатюру Аргунского ущелья и его боковых притоков. При этом, согласно С.Т. Еремяну, карта Армении и сопредельных стран в 591-653 годах подготовил и оформил к печати П.К. Погосян, Ереван, 1983 год. Верховье Терека, горы Осетии и Мтиулетии, в документах фигурируют под названием Сони или Санской земли. Там же, в ущелье Шаро-Аргуна, имеется и чеченское село Сона, из которого происходит община Соной или Саной. Более того, сам Аргун на картах, по крайней мере, XVIII века именуется как Сона. Подробнее источник, статья, к вопросу расселения дурдзукских племен на Западном Кавказе по данным Леонтия Мравели. Тесаев З. А. Баширов М. С. Как можно понять из этой научной статьи, Аргун на картах, по крайней мере, XVIII века именуется как Сона, в ущелье Шаро-Аргуна, имеется чеченское село Сона, из которого происходит община Соной, в то же время древнее название сванов это Соны, а в древности в римских источниках сваны известны как Сааны. Исходя из этого всего и всего того в совокупности, что было приведено в этой научной статье, если следовать этой информации, мы можем заключить, что, быть может, от общины чеченцев Аргунского ущелья Соны и произошли Соны, сваны, а потом они перешли на грузинский язык. Интересно и то, что и верховье Терека, горы Осетии и Мтиулетии в документах фигурируют под названием Сони или Санской земли. То есть, по идее, горцы Осетии могут происходить от общины чеченцев Аргунского ущелья Соной, или же уже от самих сванов, а потом они перешли на иранский язык. Хотя, конечно, нельзя исключать, что и сами сваны могли быть предками части чеченцев, как и нельзя исключать, опять же, что чеченцы могли быть предками сванов. У чеченцев есть две легенды касаемо Тайпа Соной, Саной. По первой легенде, первое коренное основание села Соной, Саной, было основано чеченцами Тайпа Келой. Тайп Келой входит в Тукхум-Шатой. По второй легенде, очень давно некий Шуйта проживал на другой стороне Кавказского хребта, то есть на территории современной Грузии. Однажды петух Шуйты и петух его соседа подрались между собой. Петух Шуйты заклевал соседского петуха, после чего сосед ударом кинжала убил петуха Шуйты. Возмущенный Шуйта ударил соседа. Шуйта был очень крепким и сильным.
отчего в итоге своим ударом он соседа убил. После этих событий Шуйта со своими двумя сыновьями Кэла и Сона, спасаясь от кровной мести, перешел через хребет и поселился на месте нынешнего села Шатой. Когда старший сын Кэла женился, Шуйта отвел ему для поселения место, ныне называющееся Халкилой. Младший сын Шуйты, Сона, вскоре переселился к своему старшему брату. Когда Сона повзрослел, ему отвели находящуюся недалеко от Халкилой гору, где Сона основал поселение, названное его именем, Сона. Также и гора там стала называться Санахайлам. Там и образовалось впоследствии село Соной, Саной, а также и собственно чеченцы рода Тайпа, Соной, Саной. То есть, с одной стороны можно допустить, что тайп Соной, Саной, коренной чеченский тайп, основанный килоевцами, с другой, что они выходцы из Грузии, возможно потомки как раз сванов, сваны, Соной. Но однако также, конечно, можно допустить и то, что Шуйта был чеченцем, но проживал по каким-то причинам в Грузии, потом он просто-напросто вернулся, что, вероятно, более реально. Поэтому более вероятно, что чеченцы Соной, Саной, предки сванов, Соной, Саной, сваны. Однако вопрос остается открыт по сей день. Предки сванов – это чеченцы Саноевцы, быть может и другие, либо сами сваны когда-то мигрировали в Чечню и стали предками части чеченцев. Уверенно говорить еще рано. Что же касается генетических исследований, то, к примеру, научный сайт сообщает, митохондриальная ДНК сванов показывает близкое родство сванов с кабардинцами и северными осетинами. Y-хромосомная картина популяции сванов показывает наличие общих предков или интенсивный генетический обмен между сванами, южными осетинами и абхазами. Несмотря на то, что эти популяции принадлежат к трем разным языковым семьям. Источник сайт genoфонд.рф. Генетический портрет сванов на фоне народов Южного Кавказа. То есть здесь мы можем наблюдать, что у сванов очень сильное родство с осетинами. Это явно, но опять же у чеченцев еще сделано немного тестов. Быть может в будущем мы увидим и стойкое родство сванов с чеченцами. По генетическим данным у сванов преобладает гаплогруппа G2, почти под 90%, у осетин та же группа, почти под 80%, у чеченцев гораздо меньше, около 30%, к примеру, сильная концентрация наблюдается у тайпа Шандарой. Источники: Family Tree DNA, Georgian DNA Project, Family Tree DNA, Ossetian DNA Project, Family Tree DNA, Чечено-Овче DNA Project. То есть, с одной стороны, можно допускать, что в древности именно сваны сыграли огромную роль в происхождении осетинского народа и части чеченцев. С другой, быть может, новые чеченские тесты покажут, что изначально предками сванов были чеченцы, просто когда-то давно произошла миграция этих чеченцев в Грузию. Вопрос пока остается открытым. Исходя из всех целиком приведенных в этом труде о сванах только что данных, мы более склоняемся к миграционному процессу в древности части чеченцев в Грузию. Они могли быть предками сванов до их грузинизации, а потом, вероятно, сваны были предками осетин до их иранизации. Но опять же вопрос пока открыт. Вероятно, именно чеченский тайп Саной Тукхума Шатой мог быть первоначальными предками сванов, Саной, сваны.